Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вита Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын. А в нашей студии гости, я рада их представить. Сегодня, 3 октября, Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. И в нашей студии амбассадоры и флагманы трезвости Якутска и Якутии. Я рада представить Елену Колесникову. Елена, вы руководитель методического ресурсного центра «Территория трезвости». Здравствуйте. Да, Светлана, здравствуйте. Радиослушатели, добрый день. И также в нашей студии сегодня Игорь Данилов. Игорь, вы координатор добровольцев «Общее дело». Да, добровольческого движения «Общее дело». Да, здравствуйте. Добровольческого движения Светлана, «Общее дело». Здравствуйте. Да, и кроме этого вы еще и председатель анонимного общества информационного центра «Наш выбор. Трезвость». Директор информационного центра «Наш выбор. Трезвость». Да, спасибо вам большое. Большой объем работы вы делаете в этом направлении. И считаете ли вы сегодняшний день, 3 октября, вашим профессиональным праздником, или этот день как-то по-другому для вас звучит? Спасибо. На самом деле, вот я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с праздником, потому что День трезвости и борьбы с алкоголизмом, он такая актуальная тема, наверное, каждого задевает. И поблагодарить всех специалистов, в первую очередь, это врачей, всех тех, кто каждый день сталкивается с этой проблемой, и тем не менее они отдают все свои силы для того, чтобы помочь людям. Ну и, конечно же, всех тех, которые работают на благо трезвости, это общественники, добровольцы, волонтеры, активисты, и также те, которые встали на этот путь, да, и уже сейчас понимают, осознают, что трезвость это на самом деле очень важно, и это естественное состояние человека. Елена, ваш слоган по жизни наверняка тоже трезвость – это норма жизни. И этот день, 3 октября, вы как для себя воспринимаете? Вы знаете, да, действительно, трезвость для меня – это даже не только норма жизни, но это такая положительная, позитивная находка, потому что благодаря ей, это действительно для меня как ценность, и для моих окружающих тоже многих это стало ценностью, она дает невероятные возможности. То есть, по сути, у нас как-то в обществе принято, да, употреблять алкоголь, и он приносит много вреда на любом уровне, на физическом, на когнитивном и так далее. И то, что у меня трезвая жизнь, у моих близких, мы, огромное количество бонусов от этого получаем. Это ясный ум, это невероятный энергетический уровень, это действительно такая мощная работа мозга и центральной нервной системы. И я сегодня расскажу о том, как вообще с помощью трезвости, да, этого нормального, естественного состояния человек может мотивировать себя на невероятные достижения. Это уже во второй части, во втором блоке я об этом расскажу. На основе последних исследований, как мы, к сожалению, употребляющие алкоголь, способствует угошению своей мотивации, целеполаганию, а как трезвые люди возвращают себе это невероятное ощущение, и как можно изменить человеку, любому, который хочет в этом плане как-то самосовершенствоваться, свою жизнь. Поэтому я об этом расскажу. И, конечно, мы получаем огромный бонус. И все мои подруги и друзья, которых я привезла к трезвости, они мне каждый год, почему-то в день своего рождения, они мне говорят огромное спасибо, потому что их жизнь изменилась кардинально, она стала яркой, насыщенной, интересной, разнообразной. И, как сказал один мой знакомый: Лен, я не хочу доживать свою жизнь, я ее хочу жить. Поэтому я всем желаю трезвости, особенно в этот день, чтобы не доживать свою жизнь, а проживать ее интересно, ярко и красочно. Жить свою лучшую жизнь, сейчас так, да, модно говорить. Да. Оставим тогда эту интригу до конца нашей программы, и слушателей и зрителей попросим оставаться с нами в течение этого часа и узнавать много полезного и интересного, потому что, Елена, у вас опыт, перед вами проходит много людей, которые через трезвость, да, действительно обретают какую-то лучшую жизнь, повышают качество своей жизни. Конечно, мы об этом будем говорить. Я лично с вами не виделась очень давно, мы не виделись
и весну. Ну и по понятным причинам летом мы все отдыхали. Но я знаю, что в вашей работе никогда нет каких-то длительных периодов отдыха. Вы все время ездите в командировки, вы все время обмениваетесь опытом с другими городами, и все время вы провозглашаете и продвигаете вот эту тему трезвости. И наверняка прошли какие-то интересные мероприятия, о которых стоит вспомнить, стоит рассказать, а может быть и проанонсировать те мероприятия, которые к этому дню приурочены, и, может быть, вот в октябре будут проходить в нашем городе или в республике. Да, я тогда немножко расскажу о том, значит, о тех событиях, которые произошли в нашем трезвенническом движении за то время, пока мы не выходили в эфир. И потом как раз Игорь расскажет о том, что мы планируем на ближайшее время, в октябре. Но на самом деле мы сделали здесь, в Якутии, какие-то невероятные вещи по реализации антиалкогольных мер и трезвенническому просвещению. И сколько вот я не езжу, сколько не работаю с региональными властями, и приходит такая универсальная парадигма, которую мы вывели здесь в Якутии, что ограничительные меры должны быть обязательно сопровождаться просветительской трезвеннической работой. Это то, что мы сделали в Якутии, то, что мы здесь реализовали, поэтому получили хороший результат. Ну, немножко он, конечно, сейчас нивелируется, да, там немножко политика у нас изменилась, но все равно то, что мы сделали, это те наработки, которые сейчас очень востребованы в других регионах. За буквально, не знаю, полгода я побывала в 10 городах, в 5 регионах, где это все востребовано. Это и Пермь, и Владимирская область. И вот должна была в Тулу сейчас поехать, но еду сейчас на Рьянмал. Это и Красноярский край, и Иркутская область. То есть везде это очень востребованная практика. Вы не устаете столько путешествовать? Уже столько городов вы назвали. За всю жизнь иной раз столько ты не посетишь. Ну, с одной стороны, конечно, это сложновато, да, тем более у нас из Якутии летать здесь с такими пересадками, но я хочу сказать, трезвость помогает все это переживать и чувствовать себя более энергично, поэтому, ну, и здесь она мне тоже, как говорится, в помощь в моем таком идейном служении. Но кроме этого я понимаю, что чем дальше, тем больше мы идем вперед, и тем больше востребован наш опыт, потому что другие регионы, начиная реализовывать опыт по реализации антиалкогольных мер и трезвости, они начинают видеть результаты. Естественно, к кому они обращаются? Они обращаются, ну, как вы уже сказали, к амбассадору нашей Якутии, тому региону, который реализовал его в таком системном комплексном формате. Вот поэтому мы ездим и рассказываем, и активно работаем с Забайкальским краем. Сейчас у них там на очереди 3 поселения, которые хотят тоже стать трезвыми селами. Пермский край тоже сейчас готовит села, Карелия, вот у них дистанционно мы с ними работаем. То есть все приятно заражаются вот этим нашим опытом, который мы здесь реализовали и получили позитивный результат. Это прям такая фишка Якутии, да, то, что у нас есть трезвые села, и об этом очень часто говорят, и даже в каких-то новостных программах. А вот когда вы приезжаете, какие вопросы вам задают, и какие ответы, и каким опытом вы делитесь, что нужно сделать для того, чтобы люди жили трезво? Ну, там, так как я работаю с различными категориями, в основном это с чиновниками, мы разбираем сложные вопросы, те, которые они боятся, там, как относится население, как там с бутлегерством, какие-то особенности. Мы это все прошли, то есть все негативные результаты, да, которые в любом случае при реализации новых проектов, они возникают, и с ними просто нужно работать, не нужно этого бояться, и все механизмы у нас прописаны сейчас в федеральном законодательстве, можно их прописать в региональном, и мы решаем с ними сложные вопросы. То есть понятно, что это, конечно, может быть все очень хорошо, результаты невероятно позитивные на социально-демографические показатели, но все равно очень много сложностей, которые как раз нужно понимать и знать чиновникам в других регионах, чтобы это все реализовывать и их, ну, уменьшать вот это вот негативное воздействие. Поэтому вот мы решаем с ними и тоже также очень положительно реализуем с положительными результатами именно для населения. То есть там уменьшается уровень преступности, уменьшается смертность, особенно мужчин в трудоспособном возрасте. Ну вот такая статистика у нас. У нас мужчины, смертность мужчин почти во всех регионах, кроме Кавказа, да, понятно почему, в 4 раза больше, чем женщин. Смертность мужчин. И смотрите, какая интересная корреляция. И в 4,3 раза мужчины у нас по статистике
употребляют больше алкоголя, чем женщины. А на Кавказе почему не так? А на Кавказе почему? Я думаю, для всех очевиден вопрос. Ответ этот, потому что там низкий уровень потребления алкоголя. Все-таки из-за религиозных, из-за религиозных такого верования, что алкоголь все-таки, да. А мне казалось, на Кавказе там это традиционно вино и... Чечня, Дагестан, Ингушетия, там низкий уровень. Только если мы берем, например, другие христианские народы, там армяне и частично грузины, то да, они употребляют. А я говорю именно про наш Кавказ, где мусульмане живут, которые употребляют, конечно, алкоголь, но значительно меньше. Там, по нашим подсчетам, там в сотни раз меньше они употребляют водки, чем, например, мужчины в Магадане, то есть в северных регионах России. Если говорить о трезвых селах, действительно же это очень сложно. Маленькое село, да, маленькая там площадь, все друг друга знают. И в магазинах там все равно же, наверное, есть отделы, да, или отдельно магазины, в которых продается алкоголь. Ведь не бывает же так, чтобы там этих магазинов не было. И поскольку это такой там маленький населенный пункт, то самое простое, как провести время, да, это и вроде как и в наших традициях, это застолье, где есть алкоголь. И как вот людей перестроить, чтобы они занимались чем-то другим. Там же нужно тогда в это село какие-то альтернативные вещи, да, там, не знаю, там спортзалы или еще что-то. И не факт, что они победят. Здесь, знаете, для меня, так как я работаю уже много лет в этом направлении, мы вывели с учеными, в том числе из Москвы, социологи приезжали, которые исследовали эту тематику. Они говорят, что для тех людей, которые живут в трезвых селах, они сами начинают себя, как говорится, развлекать. Они начинают развиваться, они начинают... Там один из самых высоких уровней предпринимательской деятельности. То есть люди, выходя из вот этого пьяного коматоза, да, в котором они многие находятся, там, если давайте честно будем говорить, они начинают просто работать, они начинают какой-то творческой деятельностью, естественной для человека заниматься. Там один из самых высоких уровней сельхозтехники. Если мы возьмем самые успешные села на сегодняшний день, мы не удивимся, потому что это трезвые села, потому что там люди начинают жить другой, более активной жизнью. И я сегодня объясню, почему в том числе, как эта физиология трезвого человека влияет на достигаторство, на целеполагание и на мотивацию в достижении определенных целей. Игорь, вот вы что-то добавите из тех мероприятий, которые запомнились вам? Или которые, может быть, вы хотите привлечь внимание к которым именно сегодня? Да, в октябре у нас планируется форум 21-22 октября, на котором будет участвовать молодежь, активисты трезвеннического движения. Будут у нас гости, спикеры, участвовать и как российские, так и наши региональные активисты трезвого и здорового образа жизни. То есть ребята, молодежь, они получат знания и практический опыт, как эти люди, которые добились определенного успеха там, в спорте и еще в каких-то сферах своей жизни, они об этом расскажут. И на самом деле, если говорить о том, что, допустим, какая-то проблема существует, там алкоголь, тут, в общем-то, основной упор будет делаться на то, что не на то, что это проблема, да, а на то, что как намного привлекательнее жить трезво, абсолютно. То есть развиваться, да, получать какие-то определенные навыки, там, проектирования, то есть в спорте, каких-то активных, проявлять активность такую, да. На самом деле, наша молодежь, несмотря на то, что идет такой мощный поток, да, информации, которая, просто, не знаю, такая агрессивная реклама, да, там, телевидение, кино, там, музыка, да, и какие-то там мессенджеры. Тем не менее, наша молодежь обладает таким критическим взглядом, наверное, в отличие, может быть, от моего поколения, да, потому что мы там выросли там на каких-то там фильмах, там «Кавказская пленница», там что-то еще там. Это хорошие фильмы. Это фильмы хорошие, но с каким подтекстом, да, шли они. И молодежь сейчас, она, как я уже говорил, да, обладает таким критическим мышлением, она умеет, в общем-то, разделять.
И если мы вот сейчас вот в этом возрасте им даем информацию, ну, правдивую, честную, и не только об этих алкоголе, там, табаке там, и других интоксикантах, да, а плюс еще к тому рассказываем о том, как вот здорово вот жить трезво, да, составлять какие-то проекты. Вот, к примеру, там общее дело, оно вот каждый год запускает конкурс, всероссийский конкурс, ну, даже, наверное, не всероссийский, а международный, да, поскольку там участвует там и Армения, там, и Белоруссия. То есть он как бы выходит за пределы нашей страны, и где ребята обучаются. То есть они в формате вот сверстник сверстнику рассказывают там о каких-то вот профилактических мерах защиты, да. Это у вас очень интересный такой проект, полезный. И в прошлом сезоне программы «Якутск сегодня» вы и ваши коллеги выходили с подкастом «Трезвая Якутия», и в этой студии были дети, подростки, которые вот рассказывали, делились своим опытом, задавали какие-то вопросы друг другу. Это было очень трогательно, очень полезно, и прямо как-то гордость даже какая-то была, что вот дети вообще эту тему могут вот так с другой стороны совсем на это посмотреть, трезво на это посмотреть. Да, на самом деле сверстникам намного будет, как бы, они будут более воспринимать своего сверстника, нежели там какой-то там, ну вот как я, к примеру, приду там рассказывать, вот это вредно, вот это вредно. А вот, к примеру, если вот подросток начнет рассказывать там, что вот представляет из себя, допустим, алкоголь и как он влияет на организм, там табак, к примеру, вейпы, то, естественно, это будет намного звучать по-другому. Еще если этот подросток, он будет лидером, да, вот в какой-то команде, да, в каком-то классе. Вот могу привести пример. Вот, допустим, в одной образовательной организации вот есть категория лидеров, да, они вот везде задействованы, там, ну, к примеру, там, совет первых, там еще где-то, да. Ну, есть такая часть школьника, который как бы не особо активная, но тем не менее, когда вот они начинают участвовать в наших проектах «Общее дело», вот у них уровень активности он повышается намного. То есть они вовлекаются, им становится интересно. И это тоже вот как бы вот важно, потому что это же групповая работа идет. Вот вы сказали про фильм «Кавказская пленница», а там ведь по сюжету, если бы Шурик, он бы пренебрег вот этими вот обычаями, да, и воздержался от распития алкогольных напитков, он бы себе точно не усложнил жизнь и свои отношения, да, которые у него могли сложиться с девушкой совсем по-другому. Он ведь, вот может, там тоже такая мысль, что... На самом деле вот именно вот этот подтекст, когда... он очень, наверное, больше, вреда наносит, чем, допустим, там, когда осуждает, там, вот это плохо, да. А вот именно, когда вот люди начинают вроде как, ну, смеются, ну, да, такой вот парень, ну, свой парень, ну, немножко ошибся там. И когда над ним так хорошо смеются, да, ну, по-доброму, это на самом деле вот приносит намного больше вреда и ущерба, я так думаю. Можно, да, тут вставлю свою интересную историю, которую последний раз вот слышала. Я ездила в Забайкалье в июле месяце, меня пригласили там на трезвый слет. И там был мужчина, который вот на этом слете был, он рассказал свою такую, мне кажется, очень грустную вообще для нашего общества историю. Он работал на производственном предприятии, и там был один человек, который прям, ну, запивался. И каждый раз его, ну, вот назовем его так, Алексей вызывали на работу, чтобы он заменял вот этого пьющего. И когда он начинал отказываться, ему говорят: ну ты что, ну видишь, парень там пьет, ну ему плохо. Да, ему больше сочувствовали. И, к сожалению, вот в нашем обществе в течение огромного стечения лет выработалось такое сочувственное, какое-то такое доброжелательное отношение, если человек пьет. И вот этот вот мужчина рассказал, что он на протяжении долгих лет был просто его нянькой. И на него вот так вот действовало общество, коллектив, чтобы он не мог ни расслабиться, ни куда-то съездить. Он все время был готов, да, чтобы выехать и заменить его. Вот. Прям в созависимость человека толкали. Да. Поэтому такая очень деструктивная история по отношению к людям, которые, ну, прям спивались. Кроме этого, эта сама ситуация, да, толкала его на то, чтобы ему было комфортно. Вот
Мы очень скоро вернемся через короткие 4 минуты и продолжим говорить про трезвость. В эфире «Якутск сегодня». Горизонты развития, городские проблемы, горожане и гости столицы. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Еще раз всех приветствую в нашей студии амбассадоры трезвого движения. Это Елена Колесникова и Игорь Данилов. И мы сегодня не просто так и не случайно. Сегодня 3 октября Всемирный день трезвости и день борьбы с алкоголизмом. И вот мы этим эфиром тоже подключаемся к благому делу. В первом блоке мы говорили о том, что молодежь, та молодежь, которая находится вот в вашем пространстве, она за трезвость. Но я, например, вижу и другую молодежь, которая проводит свое свободное время увеселительно с алкогольными напитками, посещая там бары, рестораны, да и просто на улице распивает. И какой же молодежи больше сегодня? Ну, я думаю, что все-таки такая некая действительно борьба происходит, потому что мы должны понимать, что есть силы, такие действительно мощные силы, которые заинтересованы в продаже алкоголя. Это алколобби, которые производители и продавцы. И ни для кого не секрет, что там огромные все равно деньги они выливают в рекламу, и эта реклама на самом деле не в таком прямом, да, идет виде. Оно через других амбассадоров идет, через блогеров, через певцов, через различных актеров и так далее, продвигается все равно, да, или там через сериалы какие-то, там кинофильмы. Этого очень много, и это очень позитивно воспринимается молодежью. Но вот сейчас очень много мне тоже приходит информация о том, что многие молодые блогеры, бизнесмены, очень такие инфлюенсеры, да, активные, яркие лидеры, да, в нашем обществе, они говорят о трезвости. Ну, вот есть такой Соколовский, да, у него там свои каналы, он снимает очень интересные видео по саморазвитию, и он вот принял трезвость. И как он там описал, очень для молодежи прям замечательно. Он говорит, вы знаете, вот жизнь — это как марафон. И там есть люди, которые употребляют алкоголь, и которые трезвые. И вот те, кто употребляет алкоголь, у них просто привязана гиря к ноге. И они бегут, они там что-то достигают, они до каких-то там, целей добегают. Но те, кто трезвый, они, конечно, намного успешнее и быстрее преодолевают все эти трудности, которые им на пути жизни, выходят. Поэтому и очень много сейчас ярких, активных людей однозначно, осознанно для себя принимают трезвость. И молодежь, видя этот выбор, видя, что люди, если тут самое главное, что человек, если стремится к такой разносторонней жизни, то без трезвости ему во всех сферах жизни достичь какого-то значимого результата будет сложно. Да, обычно, вот говорят, вот крутой предприниматель, он выпивает. Но это у них очень однобокая бывает порой жизнь. И тут, наверное, можно открыть уже, основания, почему все-таки трезвые люди, они как-то более такие достигаторы. Это мы сейчас как раз открываем интригу, да? Раскрываем про новые исследования. Да, но на самом деле об этом уже говорили давно, и тут они явно подтвердились теми научными исследованиями. Дело в том, что когда человек употребляет алкоголь, он стимулирует участки мозга, которые вырабатывают дофамин. За что у нас нейромедиатор в головном мозге, за что он отвечает? В первую очередь он отвечает за мотивацию. Когда мы получаем выброс дофамина в наш головной мозг, мы к тому моменту, когда мы идем к цели, у нас вот такое приятное ощущение, да, вау, классно вот такое бывает, вот я сейчас добьюсь этого. Вот это вот ощущение, когда ты вот-вот-вот достигнешь цели. Притом вот дофамин больше всего вырабатывается не на этапе, когда ты достигаешь, а вот перед этим, когда ты почти достигаешь. Вот, и это у нас реализуется в состоянии мотивации. Мы говорим, вот мне так замотивирован, так хочется прям достичь этого. Что же происходит у людей, которые потребляют алкоголь, притом регулярно? У них активируются вот эти вот участки мозга, и дофамин выбрасывается в кровь, а у нас есть еще рецепторы дофаминовые, D2, D3, так они называются, которые, попадая в который дофамин, вот как раз и вот это ощущение мы испытываем, такого подъема и такого вау, что мы сейчас вот достигнем. И когда
мы, значит, люди усиливают вот этот выброс дофамина с помощью этилового спирта, организм начинает включать блоки защиты. Каким образом? Либо он начинает вот эти дофаминовые рецепторы, активность их снижать, либо просто их уничтожает. И человек не испытывает уже такой мотивации, какой он испытывает, трезвый человек. И я очень много у меня сейчас появляется в моем окружении людей, которые регулярно употребляют как-то вот из прошлых жизней. И я замечаю то, что им ничего не хочется делать. Они сами говорят: мне ничего не хочется. Вот в молодости он был активный, чего-то достигал, а сейчас вот у него такая апатия. Но она заканчивается на моменте, когда приходит пятница, суббота, и там все само организовывается. Товарищи, друзья и родственники. А потом он удивляется: я ничего не хочу, мне уже ничего не хочется. Но когда, значит, активируется это алкоголем, вот это вот дофаминовое ощущение, вау, оно, конечно, преобладает. Но здесь необходимо сказать, что это все, конечно, не страшно, не так страшно, потому что восстанавливается эта система, да, первоначально за 3-6 месяцев. А как бы в идеале полностью биохимия мозга после употребления алкоголя восстанавливается за 1-2 года. Но уже через полгода человек уже будет чувствовать вот этот вау-эффект от мотивации. Поэтому с чем мы столкнулись? С удивительным результатом, когда в трезвых селах вот этот вот вау-эффект, да, к достижению целей, он проявляется у огромного количества людей, которые становятся трезвым. Они реально там строят социальные объекты, они облагораживают свой поселок, они открывают там какие-то невероятные студии, начинают заниматься детьми, там просто начинает кипеть жизнь. Кроме этого, вот в конце июня у нас было совещание с правительством Республики Бурятия, они тоже по нашему опыту начали реализовывать трезвые села. Вот как раз я там участвовала, онлайн-подключении, и выступали там главы. Вот как раз главы трезвых сел рассказывали о том, что жизнь меняется кардинально. То есть буквально через полгода люди начинают активничать и развивать свое село, делать его лучше. Вот такая интересная история, которая проявляется не только на уровне, да, одного человека, семьи и какой-то группы, но и на результатах целых сел, а в будущем целых государств, я думаю. Я слышала такую версию, но не так подробно, да. Я думала, что после алкоголя вот депрессия, вот это состояние, когда ничего не хочется, это именно потому, что вот так вот этиловый спирт действует на мозг. На дофаминовую систему. Да. Ну вот я просто... Наркотики, они действуют на эндорфины, а этиловый спирт на дофаминовую систему. И он угнетает ее работу. Но я говорю, что нет ничего невозможного. Человек восстанавливает ее буквально через полгода после того, как отказывается и приходит в трезвость. Да, но это нужно действительно какое-то сопровождение, возможно, да, или какое-то окружение, где человека в этом поддержит, потому что если он останется в своем окружении, то вот эта депрессия очень легко лечится новой порцией алкоголя, и это потом как замкнутый круг. Да, но сейчас очень много онлайн-сообществ. Есть невероятные там приложения, да, я не знаю, можно их рекламировать или нет. Нет, мы воздержимся. Да, то есть они бесплатные, эти приложения, то есть человек может зайти, посмотреть, поискать, скачать, и там идет прям мощная поддержка, там рассказывают, сколько ты сэкономил денег. На самом деле, вот у меня... Вот это, кстати, хорошая мотивация для молодежи. Да, там огромные деньги, там реально за год можно на себе на шикарный отпуск сэкономить денег, потому что алкоголь забирает очень много денег. Потом прям поэтапно прописывается, что у тебя в этот день, что центральная нервная система через какое-то время у тебя восстанавливается, вот биохимия мозга восстанавливает. И каждый день человек видит, насколько он вкладывает положительный вклад делает в свое будущее, в свою жизнь, в свое здоровье. Еще бы с едой так тоже, да? Вот мне вот такое приложение, где с едой как-то на меня... Вот с алкоголем мне хорошо зашло на примере тех знакомых, которые слишком в эту тему ушли, и многие оттуда не вернулись. И просто я, видя это, для себя сделала вовремя. Может быть, конечно, не совсем вовремя, можно было бы и раньше совсем отказаться от алкоголя. Вот с едой как-то сложнее, хотя это, по сути, да, наверное, такая же сложная зависимость, как и любая другая, как и курение. Здесь просто нужно вложить как бы такие особенности, что расстройство пищевого поведения, оно начинается в раннем детстве, практически в младенчестве. Если там родители неправильные паттерны нас закладывали, да, успокаивали едой, то хотя бы алкоголь, он начинает
начинается с такого взрослого возраста, там, с 18, ну, кто-то пораньше, конечно, понятно, но все равно это уже не такие, то есть это эти процессы, которые можно как-то впустить вспять. С едой немножко сложновато, если родители вкладывали в ребенка вот эти вот поведенческие особенности. Ну, а наше сложно. поколение, у нас родители, да, это дети, которые рожденные либо сразу после войны, либо в военное время, их родители, которые войну пережили, где еда, конечно же, это был культ, возможность выжить и необходимость. То есть для них вот такие пухляши, как мы, для них мы в детстве это были маленькие детки. Если чуть-чуть там худеешь, нормальный физический вид приобретаешь, ну что ты, уже все, это для них действительно было расстройство. Так ладно, для них, я сама люблю пухляшей. Я сама в восторге от людей, которые обладают какими-то формами, поэтому мне вообще сложно расстаться с лишним весом, потому что так я себя чувствую более значимой, более большой. И, конечно, у тех, кто употребляет алкоголь, да, какие-то, ну, свои тоже, наверное, да, какие-то такие триггеры в голове, какие-то такие вот формочки, в которые они хорошо вползают в этой зависимости. Да, и, к сожалению, этим нашими вот такими когнитивными ошибками мысленными пользуются маркетологи, и вот в наш мозг это все заливают с большим успехом. Это обидно, да. Да, это обидно, поэтому надо смотреть. Как положительный момент можно отметить, что сейчас очень много информации, к примеру, каждый может получить доступ, плюс есть люди, которые могут поделиться своим опытом и буквально там рассказать на практике. Вот, допустим, общее дело, вот они, вот материалы для школьников, они прошли все возможные экспертизы. То есть это можно очень спокойно преподавать в школах. То есть показать, научить, и дети сами будут уже потом пользоваться. Ну, и использовать их для себя. Ты посмотришь эти фильмы общим делом, мне кажется, через несколько фильмов уже точно не захочется употреблять алкоголь, а если покажешь своим детям, там, каким-то подросткам, то... Тем более там идут и мультики можно показать маленьким деткам. То есть с самого раннего возраста можно уже давать информацию правдивую. Игорь, очень хорошо, что вы об этом заговорили. Тогда на вас могут выходить школы, могут выходить директора, там, например, детских садов, да, для того, чтобы приглашать ваших специалистов на какие-то вот такие встречи, где можно будет показать мультфильмы или фильм для детей. Или, например, если вот сейчас нас посмотрит школьник, какой-то подросток, и он захочет присоединиться к вашему сообществу, как он это может сделать? Как тогда с вами вот найти контакт? Мы соцсети не называем, просто можем на самом деле в общем сказать. Материалы можно скачать на сайте «Общее дело». Там прямо есть раздел фильмы, мультфильмы, да, потому что все материалы, они прошли экспертизы и находятся в общем доступе. Также, можно поделиться телефоном, могут, конечно, звонить. Мы проводим лекции, в этом году уже проводили. В индустриально-педагогическом колледже планируем также еще ряд лекций провести. На самом деле это не лекция даже, это как-то громко сказано. Как общение, да, наверное? Это как общение, беседа. Посмотрели мультфильм, поиграли вот в интерактивную игру. Она вот в виде викторины у нас. Дети отвечали на вопросы. Она как бы не такого плана, как вот общепринято. Пришел лектор, там что-то рассказал, все там сидят в телефонах. Но это хорошо, что можно как-то так построить вашу встречу как диалог, чтобы сами дети принимали участие. И кроме того, что придут взрослые, да, вот на такое мероприятие, еще могут и прийти и сами подростки. Они же у вас очень активные. Да, конечно, это намного будет интереснее, потому что они видят не какого-то там пришедшего человека, а именно вот такого же сверстника, как они. То есть они могут, вот ваши трезвенники, подростки, которые состоят вот в общее дело, да? Вот в этой команде. Лучше сказать добровольцы. Добровольцы, волонтеры, да? Волонтеры. Они могут обучаться и в школе, и в каком-то среднем или высшем учебном заведении, и могут какой-то командой прийти вот в любое учебное заведение и поговорить со своими сверстниками, которых вообще видят впервые. Как бы провести типа классный час, да, например, или провести просто какое-то... Да, прежде, конечно, надо согласовать с руководством образовательного учреждения. И вот сейчас, вот, как я уже говорил, вот 21-22 октября у нас состоится форум молодежный, где вот прекрасная возможность вот прийти и влиться в ваш коллектив, познакомиться. Просто познакомиться, послушать.
и руководителя школ, колледжей. А где это будет форум проходить? Он тоже бесплатное участие? И... Да, бесплатное участие. Это будет проходить у нас... В СФУ будет проходить, но единственное, Да. что там точно зал пока мы не можем назвать. Может, контакты? Информация будет, да. Ну, можно будет выйти на ваше сообщество, найти в соцсетях, да, и можно будет обратиться по телефону, да, который есть? Да, можно обратиться по телефону. Всегда будем рады ответить. Назовите тогда номер. 8 924 663 34 50. Данилов Игорь Васильевич. Это ваш номер? Это мой да, номер, да. личный номер, по которому можно с вами связаться и узнать Да, информацию конечно. о мероприятиях, которые проходят бесплатно и для взрослых, и для подростков, Да. и для детей. Спасибо большое. У нас остается меньше, чем 3 минуты до конца эфира. Может быть, я о чем-то не спросила, о чем вы бы хотели сегодня обязательно сказать. Ну, я думаю, что вот я как мама тоже понимаю, и очень часто мы разговариваем с нашими соратниками, взрослыми женщинами. Вот буквально недавно в Забайкале, когда я ездила, работала с правительством Забайкальского края, мы разговаривали с нашей соратницей, которая много-много лет положила на то, чтобы продвигать идеи трезвости, ну, как бы и в школах, и в обществе, и так далее. И она не заработала ничего за свою жизнь. Но когда мы начали с ней разговаривать, я говорю: представляете, посмотрите, у вас трезвые, у нее дочери, они отрезвили своих мужей, у вас трезвые внуки, уже правнуки, и огромное прям такое, значит, родовое уже гнездо у нее, и все трезвые и очень успешные. И тут же она рассказывает истории своих подруг, значит, родственников, у которых дети, страшная просто у них жизнь сложилась, просто из-за того, что у них не было в жизни трезвости. А вот она сейчас себя винит, что она туда не вложилась так. Но в любом случае она настолько огромный вклад сделала в жизнь своих детей и своих внуков, что защитила их гарантированно от многих-многих проблем, которые ожидают других людей. Поэтому очень советую людям принимать эту трезвость и дарить своим детям как очень важную ценность. Да, конечно, личный пример самое важное. Еще один положительный момент, когда вот дети занимаются по материалам общее дело, вот они изучают. Они делятся, мало того, что со своими сверстниками, они делятся со своими родителями. Потом родители начинают вынуждены. Даже бывает, что яйца курицу учат все-таки, да? Что даже ребенок начинает вот эту историю трезвости в своей семье. Это очень круто. И огромное вам спасибо за то, что вы находите время, силы, ресурсы, чтобы делать трезвость нормой жизни. Слушатели и зрители, я благодарю за ваше внимание и, конечно же, желаю хорошего, трезвого вечера и хороших выходных трезвых. Спасибо.